Прирожденная горская отвага, мужество и патриотизм – эти качества у Базоркина всегда были на первом месте. Банухо Байсангуровичу Базоркину было всего 15 лет, когда он решил связать свою жизнь с военным делом. В 1845 году он начал службу в качестве рядового сотрудника Терской постоянной милиции. Через 5 лет его производят в юнкера. И еще через год он получает первый офицерский чин прапорщик. Это имя известно многим поколениям представителей ингушей. Банухо Базоркин является одним из первых генералов из ингушей. Почти вся служба Банухо, вплоть до получения им звания штабс-капитана, по числам, месяцам и годам подробно описана в его послужном списке, который хранится в Республиканской государственной архивной службе. Пожалуй, такого подробного описания, где участвовал, какие подвиги совершал и какие награды получал, редко про кого и где найдешь. Здесь участие в войнах на Кавказе, в русско-турецкой на стороне Болгарии, где Банухо Базоркин в чине подполковника командовал ингушским дивизионом Кавказской казачьей дивизии. Самым ярким событием русско-турецкой войны из деятельности Банухо Базоркина и в частности и ингушского дивизиона, конного дивизиона, было то, что наш дивизион был награжден самым почетным стягом русской императорской армии. Это Георгиевский знаменец с надписью «За отличие в русско-турецкой войне». Банухо Базоркин – кавалер 10 боевых наград и орденов различных степеней. Про него говорили, он родился для войны. И, наверное, не зря. В службе российской армии Банухо Базоркин посвятил в общей сложности 54 года, дослужившись от простого посыльного до генерал-майора, первого среди ингушей. Первый генеральский чин из ингушей он получает высочайшим приказом 20 августа 1904 года. Он его заслужил своими ратными подвигами, своими боевыми отличиями, личной храбростью. Память о прославленном военачальнике хранится не только в Краеведческом музее республики и в архивной службе. Семья Банухо Базоркина из поколения в поколение передает историю о своем великом предке. 78 лет, я с таких пор знаю, что Банухо – это прадед, что у него было 6 сыновей, были офицеры, все они были офицеры, писатели, офицеры. Вот, и это самый Абрек даже был один. Участвовал во всех войнах, которые в то время Россия вела. Он был как, знаешь, как тебе мальчик на посылках. Вот, потом, значит, уже в 13 лет он был награжден крестом. Пример своего достойного предка переняли сыновья и внуки Банухо. Среди его родственников есть известные военные, писатели, общественные деятели. Потомкам, безусловно, есть с кого брать пример любви к своему родному краю. Лейла Гайсанова, Новости 24.